Представлюсь, меня зовут Лилия Маратовна Сафина. На данный момент я являюсь аспиранткой Томского политехнического университета. Изучаю языкознание, переводоведение, исследую, сопоставляю на основе одного известного произведения, пока не буду раскрывать какого, классического, переводы с татарского, английского и французского языков. По призванию я поэт. Почему я так об этом, может быть, дерзко, что ли, говорю? Может быть, еще несколько лет назад мне бы это казалось дерзким даже со своей стороны. Потому что у меня такое мышление, у меня такое видение. Я во всем вижу смыслы, я во всем вижу красоту. И давайте я начну, раз уж разговор о вере, начну с цитирования нашего классика Федора Ивановича Тютчева. «Не плоть, а дух растлился в наши дни, и человек отчаянно тоскует. Он к свету рвется из ночной тени, и свет обретший ропщет и бунтует. Беззверием полимый и сушен, невыносимый он гнесь выносит, и сознает свою погибель он, и жаждет веры, но о ней не просит. Не скажет век с молитвой и слезой, как не скорбит за замкнутую дверь. Впусти меня, я верю, Боже мой, приди на помощь моему неверию». А у Пушкина есть другие строчки. Чему бы жизнь нас не учила, а сердце верит в чудеса. Есть неизведанная сила, есть и нетленная краса. Благодарю. Я хочу вам показать вот эту книжку. Она у меня вышла совсем недавно, и можно сказать, что это ее презентация публичная. Вот за это можно поаплодировать. Это моя уже вторая книга. И именно в этой книге, которая называется «Рождаясь заново», почему она так называется, потому что у каждого человека свои периоды в жизни. Вы знаете, я так ощущаю сейчас, что я тоже нахожусь в процессе рождения заново. Я хочу в тебя верить до скончания эры, без остатка, без меры, без условий и целей. Я хочу в тебя верить против страха потери, среди всей пустотени. Я хочу тебе верить. Я хочу в тебя верить, как в пульсации в венах, а не в чьи-то измены среди правых и левых. Я хочу в тебя верить, в твой оскал и улыбку, твоим «да» и запискам, и молчание книгам. Я хочу в тебя верить по касательной ветра до скончания света. Я смогу тебе верить. Как мне кажется, по моему личному опыту, чтобы хоть немножечко приблизиться к вопросу веры, необходимо сначала слушать себя и понимать, чего ты хочешь. Элементарно сбывать свою мечту, и тогда сбудешься сам. Я уверена, что все из нас на пути к этому, а значит, мы обязательно к этому придем. Когда сбывается мечта, чудесней нет картины. 7-я в небе высота, а в ней плывут дельфины. Когда сбывается мечта, щебечут в море птицы. Щебечут с моря до утра, не спится им, не спится. Когда сбывается мечта, в дождях смеется солнце, и золотая тишина повсюду раздается.
Сейчас такое будет провокативное стихотворение. Не предсказывайте мне потерь, не пророчьте мне нелюбовь. Видно, дикая бродит во мне моих предков татарская кровь. Мне еще с нею жить и стыть, и биение смирять по часам, успокаивать и будить, заговаривать по голосам. Все впитает она до дна, сок травы и отраву дней, и утопит в себе имена, пропустив через фильтр елей. Не подмешивайте же в кровь вина, дикой горечью мед отдает. Да, во всем лишь моя вина, только пламя не топит лед, только вновь прорастут шипы, дикой розы цветущий гнет. Сколько стебель ее не точи, а природа свое возьмет. Не предсказывайте же мне потерь, не пророчьте мне нелюбовь. Верно, дикая бродит во мне безнадежная татарская кровь. Какая в небе окрыленность, весна. Я узнаю тебя, влюбленность. Мечта в колючем облаке, сверкают лучи. Они, как бабочки на строчках, лови. По ободку полукитайской чаши танцуй. Пусть ты художник не настоящий, рисуй. На кончиках поспешных клавиш играй. Пусть обожжешься, уж день вчерашний, летай. Она тебя не зовет с собою. Прости, воздушным шаром домой, на небо пусти. Закат подарит воздушным звездам огни. Своей судьбой, пока не поздно, живи. Если говорить о татарской культуре, о татарском языке, хотя я родилась в абсолютно татарской семье, мой отец из Чистопольского края, мама родилась в татарской деревне в Чувашской республике, но тем не менее, вы знаете, как-то не было такого прям культа татарского языка. У кого был культ, так это моего отца, Мярхум Марат. Вот. И поэтому это стихотворение я посвятила ему. Называется «Папе». В памяти Марата Сафина. Хочу зарыться в свитер папы, чтобы обнял, чтобы, как в детстве, спящую поцеловал, чтобы на кроватку сонную меня донес и рассказал по-своему, как жил-был пес. Хочу кроссворды трудные вдвоем решать и вдвое больше папы разгадать. А он бы удивлялся и хвалил, какую умницу на свет родил. Хочу в 20-й раз про Мимино, смеясь смотреть любимое кино. Хочу с ним по-татарски говорить и также свою родину любить. Хочу о взрослой о себе сказать, что не всегда бывает благодать, что в час, когда обидят невзначай или прицельно, папа, выручай, я про себя тихонечко молю, так защити же доченьку свою. Эх, папа, если честно, и у самой язык не лезет. А помнишь, как ты ночью перед сном ты прошептал: Кызым, ты эталон. А эталон чего? Не рассказал. И сам о многом папа не узнал. О чем расскажешь, догорел рассвет, когда тебе всегда полвека лет, когда до солнца долетела птица, и недочитанной осталась тлеть страница. Папа вырвался из беспросветной клетки, а я по-прежнему считаю знаки, метки, вновь обходя очередную сетку. Хочу вживленной быть в твою грудную
Әтиннең свитерыңа керем, кычагына кергәндәй. Бала чакның татлы төшә керә, миңа үпкән ирендәй. Йокысына шуңган балакаем, карватка салганнан, эт турында белгән әкиятен, телим сыйлап алганын. Авыр кроссворд чишеп алыр идек, бергәләшеп, ярышып. Әтимнең икелектә күбрәк чишер идем, алышып. Хайран калып, миңа мактар иде. Акыллы кыз туган дип. 20 кат карап миминоны кызык табып булган дип. Әти белән татар телен белеп булыр иде. Hiç шиксез. Аның кебек туган илне сөеп булыр иде, бәхетсез. Үскән кызым сиңа әйтә булыр. Җитеш чакларым сирәк. Рәнҗетсәләр йөри якит шынлап. Әти, ярдәмең кирәк. Шушы сүзләр дога кылу кебек таралалар тирә-ягыма. Кызымны тик коткар бу хәләттән, ул бит ихлас ялына. Исәнендә әйттең йоклагында, кызым, син бит эталон. Аңлатмадың, нәрсә эталаны, белми калдым индесен. Сөйләшүләр хәзин мөмкин түгел, тәннәр ата шул синсез. Миңгә 50 яшьтә калдым, язмыш булды рәхимсез. Кояшка кыш эшеп барып җитеп, көйдәрдә канат өчен. Укыласы сүзләр кылга калды, яндырап узды үчен. Ирек изләп эшкән читлек кышы, калдырды бит тамгалар. Излеп йөрим шушы белгеләрне, күздән яшьләр тамалар. Таныш булган һәр шитләрле койма, салып атты битләген. Шуңа аңлап, кереп калам әле, ярып күкрәк шитләген. Я не могу закончить свой вечер без посвящения стихотворения моей бабушки. Обязательно. А знаешь, ты в каждой моей строке, в каждой маленькой победе, достижении, и от тебя, прежде всего от тебя, самым искренним было. С днем рождения! Ты в моих мольбах, в моей следе, в настоящем дне, в моих снах нечаянных. Ты единственная дала имя верное мне. Эх, отчаянная! Знать отчаянным до отчаяния недалеко. Дело тонкое. Прошепчу тебе, родная, высоко-высоко, песню звонкую. Улыбнешься ты, рассмеешься ты, словно реченька, хотя знаешь ты, как грустна она, моя песенка. От того, что дождь, от того, что брось, лишь следы проталины, все равно дойду, в 100 раз пойму, все на свете правильно. Перевернут мир, значит будет пир, всем живым веселье. Быть тобой, любимый, от беды хранимой, мне одно спасибо. Спасибо. Теперь я попросила еще Гульнару прочитать тоже перевод этого стихотворения. Татарча беләм әлбәттә. Бик матур сүзләр. Әйдәгез, мине дә 1 минут тыңласагыз, рәхмәтле булыр идем сезгә. Стихотворение, как Лили сказала, посвящается бабушке. Әбиемә, беләсеңме син, һәр язган юлда, һәр кечкенә җиңүемдә дә ирешелгән. Һәм ул синнән, иң әүвәлдә синнән, иң эшкерсез теләк, туган көнең белән. Син минем ялвару, яшем дә, хәзерге, бүгенге көнем дә, көтмәгәндә күргән төшем дә. Ах, шая, дип, дөрес исем биргән бердән бер кешем дә. Күрәмсең, куюлар өметне үзмиләр. Нәзакәтле гамәл килешле. Җырлыйм сиңа, кадерлем, яңгыравык җырымны. Елмаерсың, көлеп җибәрерсең, хәтерләтеп шелтер инешне. Беләсең үзеңдә нинди моңсу ул минем җыр. Чөнки ява яңгырлар, аерым булганга.
Карырып аршылган эз урыннар. Барыбер барып җитмәшәкмен. Төшенермен 100нче кат. Бу дөньяда бар да дөрес. Асты өскә килгәндә дә, димәк бу була мәҗлес. Исәннәргә кәеф сафа. Тойсам синең яратуны, бәләләрдән саклап калсаң, шул миңа котылу юлы. Рәхмәт бик зур, Лилия, бик матур шигырь. Спасибо большое очень. Спасибо всем фестивалям. До новых встреч. Да. Верьте в себя, мечтайте.